Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Рад вас всех видеть. Представлюсь, меня зовут Евгений Викторович Поляков, являюсь старшим методистом кафедры социально-гуманитарного образования, также являюсь методистом лаборатории развития этнокультурного образования. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами поговорим о специфике применения критериев для оценки заданий всероссийских проверочных работ по обществознанию в 6, 7 и 8 классах. На семинаре мы с вами проанализируем, во-первых, результаты ВПР прошлого года. Также кратко представлю вам рекомендации по подготовке детей к всероссийским проверочным работам. Ну и также мы проанализируем структуру, особенности, критерии ВПР в текущем году, в 2022 году. Уважаемые коллеги, вначале предлагаю обсудить с вами результаты ВПР в 2021 году. Ну, вначале рассмотрим результат в 6 классе. Прежде чем представить анализ проверочных работ по обществознанию, давайте вспомним структуру оценочных процедур в прошлом году. Вариант проверочной работы в 6 классе состоял из 8 заданий. Время выполнения проверочной работы 45 минут. По уровню сложности задания были дифференцированы на базовые 7 заданий и одно задание повышенного уровня. Рассмотрим отдельно типологию заданий ВПР. Первое задание нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. Задание второе предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. Также задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, и состоит из 2 частей. Задание 4. Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, ученого или общественного деятеля. Задание 6 требует анализ представленной информации. При выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений. Задание 7 предполагает анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций. Задание 8 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на определенную тему. Уважаемые коллеги, сейчас давайте мы с вами рассмотрим вот данный слайд и обратим внимание на достижения планируемых результатов по предмету обществознания в 6 классе по результатам ВПР. Вот данные таблицы свидетельствуют о том, что результаты обучающихся Республики Коми в 2021 году, вот именно по 6 классу, лишь по 4 показателям, это показатели 1, 2, 3, 1, 3, 3, 7, 1 из 17, они выше, чем по Российской Федерации. То есть, соответственно, по 13 показателям ниже, чем по России в целом. Анализ выполнения заданий по разделам содержания курса обществознания на уровне Республики Коми показал, что учащиеся в 2021 году не продемонстрировали высокие результаты, то есть более 90%. Выделяется ряд умений по курсу обществознания, средний процент выполнения заданий по которым составил выше 70%, но ниже 90%. Так, ну вот это, например, задание 3.3, да, обратите внимание, значит, которое нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, представленной на диаграмме. То есть с этим заданием, в принципе, ребята неплохо справились. Так, обучающиеся показали, 6 класса показали средний процент выполнения от 50 до 70%. Следующие задания, это номер 1.1, 1.2,
3,1, вот проценты выполнения 77,5%. Задание номер 3,2, номер 3,3, направленное на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, а также задание номер 4, вот обратите внимание, процент выполнения 70 и 37%, задание номер 5.1, номер 5.2, номер 5.3, номер 7.1, номер 7.2, номер 8.1. Вот, то есть вот эти все задания, в принципе, обучающиеся неплохо справились с этими заданиями и показали средний процент выполнения от 50 до 70%. Так, вот хочу отдельно остановиться на заданиях, средний процент которых составил ниже 50%. Вот, уважаемые коллеги, обратите на это внимание. Задание номер 2. Вот процент выполнения составил 49,8%. Вот это задание, оно предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. Задание номер 6.1. Процент выполнения 34,15%. Задание направлено на умение применять общечеловеческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений. Задание номер 6.2. Процент выполнения совершенно низкий, 16,83%. Задание оно направлено на умение применять общечеловеческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений. Задание 8.2. Процент выполнения 35,9%, который направлен на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием 6 предложенных понятий. Это, конечно, задание повышенного уровня сложности, вот, поэтому, конечно, нужно работать над этим заданием. Так, задание номер 8,3, процент выполнения 43,98. Вот задание направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание. Вот обратите внимание, каковы причины неправильного выполнения данных заданий обучающимся. То есть, во-первых, у обучающихся, у шестиклассников недостаточно сформировано умение применять общечеловеческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений. А во-вторых, у учащихся недостаточно сформировано умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания в письменной форме на заданную определенную тему. Вот, уважаемые коллеги, над этими типами заданий нужно будет индивидуально, конечно, работать. Так, ну давайте мы с вами рассмотрим, значит, распределение групп баллов в 2021 году по предмету обществознания в 6 классе, вот в процентном соотношении. Если мы посмотрим на результаты, то увидим, что уровень качества образовательной подготовки по предмету обществознания в Республике Коми составляет 91,24%. Напомним, что успеваемость – это суммированные оценки 3, 4, 5. В Российской Федерации успеваемость составляет 91,52%. То есть в Российской Федерации успеваемость выше на 0,28%, чем данные по Республике Коми. Рассмотрим качество знаний, то есть это оценки 4 и 5. В Республике Коми это 46,71%, в Российской Федерации это 50 и 56%, то есть выше на 3,85%. Вот таким образом, да, значит, обучающиеся Республики Коми продемонстрировали низкие результаты в сравнении с данными по Российской Федерации. Так, уважаемые коллеги, сейчас давайте мы с вами рассмотрим уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта по предмету обществознания в Республике Коми в 2021 году в 6 классе. Значит, анализ выполнения заданий по разделам содержания курса обществознания на уровне республики показал, что учащиеся 6 класса продемонстрировали средние результаты. Средний процент выполнения заданий ВПР по обществознанию в Республике Коми составил, как я уже говорил, 91,24%. В 2021 году самый высокий показатель успешности выполнения ВПР по предмету обществознания в 6 классе отмечается в таких муниципалитетах, как Воркута, Инта,
Также общеобразовательные организации регионального подчинения продемонстрировали стопроцентный показатель успешности выполнения заданий ВПР. Ну, есть и низкие результаты. Низкие результаты показали Кайгородский район, Удорский район. Напомню, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, вы меня хорошо слышите? Если хорошо слышите, поставьте, пожалуйста, плюсик. Угу. Так, хорошо, хорошо. Так. Угу. Просто у некоторых, видимо, связь плохая, и поэтому плохо слышно. Так, хорошо, то есть проблема не... Ага. Хорошо. Вот обратите внимание, да, что показатель успешности – это суммированные оценки 3, 4, 5. Вот давайте мы с вами разберем высокие результаты качества образовательной подготовки. Вот рассмотрим процент обучающихся шестиклассников, выполнивших работу на отметке 4 и 5 по курсу обществознания. Ну, во-первых, хочу сказать, порадовали Воркута 56,99%, Прилузский район 56,3%, а также общеобразовательные организации регионального подчинения. Хочу отдельно пояснить, вот какие общеобразовательные организации Республики Коми относятся к региональному подчинению. Это Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете, гимназия СПУС при главе Республики Коми, Коми республиканский физико-математический лицей-интернат, школа-интернат номер 1 города Воркуты, санаторная школа-интернат номер 4 города Ухты. Так, ну, есть и низкие результаты качества образовательной подготовки. Это Вуктыл, Троицко-Печорский район, Удорский район. Уважаемые коллеги, сейчас давайте мы с вами перейдем к рассмотрению результатов ВПР в 2021 году в 7 классе. Так, звук уже появился, да? Хорошо. Представлю структуру оценочных процедур в 7 классе в прошлом году. Работа состояла из 9 заданий, из которых 4 задания предполагали краткий ответ в виде комбинации цифр или слова и 5 заданий с развернутым ответом. Так, давайте мы кратко рассмотрим типологию заданий. Да? Первое задание нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственное поведение и поступки других людей. Так, второе и шестое задание предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. Третье задание построено на основе анализа графического представления информации. Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений. Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного общественного деятеля. Задание 7 предполагает анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций. Задание 8 – это задание-задача, требует анализа представленной информации. Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме с использованием 6 предложенных понятий. Так, уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, на слайд и обратите внимание на достижение планируемых результатов по предмету обществознания в 7 классе по данным результата ВПР. Вот данные таблицы также свидетельствуют о том, что результаты обучающихся Республики Коми в 2021 году в 7 классе по всем абсолютно показателям ниже, чем по Российской Федерации. Да, вот, во-первых, анализ выполнения заданий в 7 классе показал, что обучающиеся 7 класса не продемонстрировали высокие результаты, то есть это результаты более 90%. Выделяется ряд умений, средний процент выполнения заданий по которым в Республике Коми составил выше 70%, но ниже 90%. Это задание номер 1.1, задание номер 3.1, задание номер 4. Вот также обучающиеся Республики Коми показали средний процент выполнения от 50 до 70% в следующих заданиях. Это номер 2, номер 3,2, номер 5, 6, номер 7 и 1. Вот отдельно хотел бы остановиться на заданиях, средний процент выполнения по которым составил ниже 50%. Уважаемые коллеги, вот на это обратите внимание. Это задание номер 1 и 2.
процент выполнения составил 45,78%. Вот это задание, оно нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственное поведение и поступки других людей, соотнося их с нравственными ценностями и нормами поведения. Задание номер 9 и 2, вот проценты вы видите на экране 31,21, оно направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную определенную тему. Задание номер 9 и 3. Процент выполнения составил 39,49. Оно направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание. Да? Вот таким образом, исходя из анализа информации, можно сделать вывод о том, что у детей недостаточно сформированы умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме. Опять же, вот это задание повышенного уровня сложности. Также у ребят недостаточно сформированы умения применять обществоведческие знания в типичных задачах. Так, уважаемые коллеги, так, тут еще у всех звук есть, да? Так, хорошо. Да, дело в том, что если нет звука и видео, то есть, скорее всего, это из-за плохой скорости интернета, то есть вот из-за вот этих проблем. То есть вам нужно будет... Да, сейчас модератор напишет в чате, да, сообщение, что делать в этой ситуации. Так, уважаемые коллеги, перейдем к следующему вопросу. Так, давайте мы с вами рассмотрим следующую таблицу, где представлены распределение групп баллов в 2021 году по предмету обществознания в процентном соотношении. Вот обратите внимание, если мы посмотрим на результаты, то увидим, что уровень качества образовательной подготовки по предмету обществознания составляет 86,23%. Да, значит, в Российской Федерации успеваемость составляет 89,12%. То есть в Российской Федерации выше на 2,89%, чем данные по Республике Коми. Рассмотрим качество знаний, да, то есть это оценки 4 и 5. В Республике Коми качество знаний составляет 35,91%, а в Российской Федерации составляет 43,42%. То есть выше в Российской Федерации качество знаний на 7,51%. Ну вот, чтобы вы понимали, да, у обучающимся Республики Коми в сравнении с данными по Российской Федерации получено больше отметок 2 на 2,89%, больше отметок 3 на 4,62%, меньше отметок 4 на 4,44% и меньше отметок 5 на 3,7%. То есть, конечно, нужно работать над качеством знаний. Так, хорошо, давайте мы с вами рассмотрим уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта по предмету обществознания в 7 классе, обучающимся в 2021 году. Обратите внимание, что в 2021 году самые высокие показатели успешности выполнение ВПР отмечаются в Воркуте, Инте, Троицко-Печорском районе, Усть-Сылимском районе, а также в общеобразовательных организациях регионального подчинения. Да, вот молодцы коллеги, конечно, очень хорошо вы поработали в прошлом году. Так, самые высокие результаты качества образовательной подготовки, то есть процент обучающихся, выполнивших работу на отметке 4 и 5, продемонстрировали общеобразовательные организации Троицко-Печорского района, Кнешпогосского района, Ухта, Инта, Воркута. Уважаемые коллеги, перейдем к рассмотрению результатов ВПР в 2021 году в 8 классе. Представлю структуру оценочных процедур для 8 класса. То есть работа состоит из 10 заданий, из которых 4 предполагают краткий ответ в виде комбинации цифр или слова и 6 заданий развернутого ответа. Так, типология заданий в 8 классе, как вы видите, она схожа с типологией заданий в 7 классе. Так, ну давайте мы с вами рассмотрим данные таблицы
свидетельствует о том, что результаты обучающейся республики в 2021 году по всем показателям ниже, чем по Российской Федерации. Анализ выполненных заданий по разделам содержания курса обществознания на уровне Республики Коми показал, что учащиеся 8 класса в 2021 году не продемонстрировали высокие результаты – 90%. Выделяется ряд умений по курсу обществознания, средний процент выполнения заданий, который составил выше 70%, но ниже 90%. То есть это задание 4 и задание 6. Обучающиеся Республики Коми показали средний процент выполнения, то есть от 50 до 70% следующих заданий. Это задание 1, задание 2, задание 3, задание 5, задание 8, да, и задание 9. Также выделяется ряд умений по курсу обществознания, средний процент выполнения заданий по которым составил ниже 50%. Вот давайте мы их рассмотрим. Это задание 10, процент выполнения этого задания составил 31,12%. Это задание нацелено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием 6 предложенных понятий. То есть вот, уважаемые коллеги, над этим типом заданий, конечно, нужно будет отдельно работать с ребятами. Так, предлагаю рассмотреть следующую таблицу, где представлено распределение групп баллов. Вот если мы посмотрим на результаты, то увидим, что уровень качества образовательной подготовки по предмету обществознания в 8 классе составляет 83,27%, а в Российской Федерации это 86,8%. То есть в Российской Федерации уровень качества образования выше, да, выше на 2,81%. Рассмотрим качество знаний. В Республике Коми в процентном соотношении это 32,7%, в Российской Федерации 39,46%. То есть в Российской Федерации в целом качество знаний выше на 7,39%. Таким образом, да, по отметкам обучающейся Республики Коми также они продемонстрировали низкие результаты. Вот давайте мы с вами рассмотрим уровень освоения федерального стандарта по предмету обществознания в 8 классе. В 2021 году, коллеги, высокие показатели успешности выполнения ВПР продемонстрировали следующие общеобразовательные организации города Воркуты, Инты, Кнешпогосского района. Так, низкие результаты наблюдаются в Уктыле, в Ударском районе. Самые высокие результаты качества образовательной подготовки по курсу обществознания показали муниципалитеты Воркута, Инта, Ухта. Хочу отдельно поблагодарить коллег с северных городов. Уважаемые коллеги, вот мы с вами кратко рассмотрели результаты ВПР по обществознанию в 2021 году для 6, 7, 8 классов. Да, то есть привели статистику, цифры. И следующий аспект нашей работы посвящен общим рекомендациям для совершенствования методики преподавания обществознания в школе, в основной школе, да, направлены на успешность выполнения школьниками ВПР в текущем году, в 2022 году. Уважаемые коллеги, первое, на что я хотел обратить внимание, это необходимость обучения педагогов на курсах повышения квалификации. Дело в том, что в скором времени мы запустим программу, наша кафедра запустит программу для педагогов, она будет называться «Особенности подготовки учащихся к оценочным процедурам разного уровня по обществознанию». Программа будет рассчитана на 36 часов, поэтому следите, пожалуйста, за информацией на сайте института. Во-вторых, по результатам ВПР прошлого года учителям-предметникам необходимо сформировать список учащихся группы риска и спланировать проведение индивидуальных дополнительных занятий или организовать индивидуальную подготовку с учащимся с низким уровнем сформированности предметных результатов. Вот дело в том, что всероссийские проверочные работы, они дают общую картину по уровню освоения предметов
Курсы очные, прошу прощения, курсы будут, скорее всего, заочно проходить. Вот мы еще пока обсудим эти моменты. Да, скорее всего, скорее всего, это будет заочно. Вот дело в том, что, да, все российские проверочные работы, они дают общую картину по уровню освоения предмета общества знания. Да, и, как правило, несколько учеников, они, демонстрируя низкие результаты, они портят всю статистику. Вот и как итог, как общий итог, это низкий результат ВПР в классе. Поэтому, безусловно, необходимо индивидуально, точечно работать с детьми группы риска. Необходимо повышать их мотивацию к учебному предмету, давать индивидуальные задания. Вот, коллеги, вот над этим надо будет работать. Следующая рекомендация. При организации образовательного процесса необходимо направить усилия на дальнейшее формирование регулятивных и познавательных учебных действий школьников. То есть, чтобы учащиеся могли адекватно, самостоятельно оценивать правильность выполнения задания, вносить необходимые корректировки, осуществлять сравнение, классификацию, то есть это метапредметное универсальное учебное действие, использовать графические символы, могли преобразовывать информацию. Вот почему важно, чтобы у учащихся были сформированы метапредметы универсального учебного действия. Вот я приведу пример о важности формирования, например, регулятивных универсальных учебных действий. Да? Ну, вот дело в том, что современные дети, да, они часто не понимают, не принимают и не могут сохранить учебную задачу. Вот, например, задание. Да, вот зачитаю задание. Как вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно следовал правовым нормам? Вот ребенок при ответе на этот вопрос может привести рассуждение общего характера. Школьник может просто не понять суть задания. Ребенок может ответить на данный вопрос не с помощью предложения, а с помощью словосочетания. Важно, чтобы учащиеся понимали задание. В данном случае от ребенка требуется привести некую аргументацию, подтверждающую тезис о том, почему важно соблюдать правовые нормы. Поэтому, конечно, вместе с детьми надо разбирать разные виды заданий. Интересоваться, например, ребята, вы понимаете суть задания, да? Давать больше заданий с развернутым ответом. То есть, чтобы дети смогли правильно сформулировать мысли. Да? И важно обращать внимание школьников на необходимость содержательного ответа на задание. Да? Не просто какое-то словосочетание, а развернутый ответ по данной теме. Так, вот я вижу в беседе, да, есть такой вопрос, что не успевают за 45 минут выполнить работу. Да, действительно, регламент ВПР таков, что за ограниченное количество времени ребятам нужно будет выполнить задание, тем более задание достаточно сложное, с развернутым ответом, поэтому и нужно будет отрабатывать эти виды заданий, чтобы ребята смогли научиться за короткое время их выполнить. Да, безусловно, таков регламент времени. Вот хочу еще обратить внимание на следующую рекомендацию. Включение в содержание уроков заданий, вызвавших наибольшие трудности у обучающихся. При организации контроля усвоения знаний, умение учащихся использовать различные формы контроля. Да, вот при организации контроля, да, нужно, конечно, в первую очередь, чтобы дети знали структуру ВПР. Да? Вот понимаете, в чем дело? Главная задача современного образования – это открытость. Это открытость, поэтому учащиеся, они должны быть не просто осведомлены о заданиях, которые будут включены в ВПР. Школьники должны знать типологию этих заданий, должны знать особенности проверки заданий. Вот для этого нужно будет на повторительно обобщающих уроках проводить разные формы проверки по типу ВПР. Да? Вот, поэтому
Поэтому вот, коллеги, на сегодняшний день на рынке учебной литературы есть тренажеры для успешного выполнения ВПР, а также есть интернет-ресурсы с каталогом заданий ВПР, да. Вот и рекомендую использовать данные задания в качестве дополнительной подготовки к итоговой проверочной работе. Уважаемые коллеги, вот почему еще важно знакомить учащихся с заданиями ВПР? Почему необходимо решать разные типы заданий? Вот здесь проблема в психологии ребенка. Многих школьников при выполнении ВПР беспокоит неизвестность. Они не знают, что их ждет на проверочной работе. Поэтому, пожалуйста, используйте в учебном процессе задания ВПР. Вот это придаст школьнику дополнительную уверенность при выполнении работы. Так, сейчас я предлагаю вам, значит, рассмотреть ВПР 2022 года на примере 6 класса. Вот давайте мы с вами рассмотрим эти задания и проанализируем их с точки зрения методики преподавания, хорошо? Так, значит, вот прежде всего, уважаемые коллеги, вам необходимо при подготовке к ВПР детально изучить демонстрационный вариант, детально изучить описание контрольных и извинительных материалов для проведения в текущем 2022 году. Да, значит, можно рассмотреть их, они есть в принципе в свободном доступе в интернет-пространстве. Значит, ну, ВПР 2022 года в 6 классе, значит, время на выполнение работы отводится 45 минут. Работа включает в себя 8 заданий. Давайте мы их рассмотрим и проанализируем. Вот, в принципе, такой же анализ, разбор заданий ВПР вы можете провести вместе с учащимся. Да? Так. Так, потом, уважаемые коллеги, я постараюсь ответить на вопросы в беседе. Так, вот давайте мы с вами рассмотрим первый вопрос. Вернее, это не вопрос, первое задание. Да? Первое задание, вот обратите внимание, составное. И включает в себя 2 задания. Так, первое задание 1.1. В нашей стране все дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев, принимаются в школу. Как вы думаете, почему наше государство заботится о том, чтобы все дети учились? Так, и второе задание. Составьте рассказ о своей учебе, используя план. Какие школьные предметы вызывают у вас интерес, почему? Какие предметы являются трудными для вас, в чем вы видите причины трудностей? Уважаемые коллеги, как мы видим, задание нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную деятельность школьников и ее результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов деятельности, в данном случае это у нас деятельность учения, да, с опорой на личный и социальный опыт учащихся. Вот ответ на первый вопрос. Ответ на первый вопрос, как вы думаете, почему наше государство заботится о том, чтобы все дети учились, оно предполагает развернутый ответ. Да? То есть и представляет собой предложение, которое раскрывает роль школы в образовании и воспитании школьников. Второе задание представляет собой составление рассказа по плану. То есть, в принципе, это задание несложное, но обратите внимание детей на выполнение всех элементов плана. Да? То есть учащиеся должны будут ответить на все вопросы. Да? Какие школьные предметы вызывают у вас интерес? Первый вопрос. Второй вопрос. Почему? То есть нужно будет пояснить учащимся, аргументировать свою позицию. Так, какие предметы являются трудными для вас, то есть перечислить эти предметы и ответить на вопрос, в чем вы видите причину трудности. Да? То есть ребенок должен проанализировать собственный социальный опыт. Вот обратите внимание, уважаемые коллеги, вот это задание, в принципе, оно носит метапредметный характер. Да?
Вот, то есть очень важно на уроках обществознания не только формировать предметные знания, да, но и метапредметные. Так, второе задание. Вот вы видите тоже ее на слайде. Это задание на выбор верных суждений из списка. Это задание проверяет предметные знания. То есть предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. То есть данное задание, оно проверяет умение определять понятия. Третье задание, да, вот тоже вы видите на слайде, оно построено на основе графического представления статистической информации. То есть задание нацелено на проверку умения ребят осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, и состоит из двух частей. Значит, в первой части обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, то есть определить наиболее или наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно будет дать собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос. Значит, третье задание, как и первое, оно составное, состоит из двух вопросов. Вот обратите внимание, первый вопрос предполагает на основе анализа графического объекта определить, как ответила наибольшая доля опрошенных относительно того, сколько времени в день они проводят в интернете. Также детям необходимо сделать пояснение данной социальной ситуации. Вот обратите внимание, предположите, почему. То есть тоже это будет составное задание. Что касается выявления доли опрошенных, то информация здесь, обратите внимание, представлена в явном виде. То есть детям необходимо будет просмотреть все сегменты. На основе анализа они увидят, что подавляющее большинство опрошенных, это 47%, проводят в интернете от 1 до 3 часов в день. Да, далее детям необходимо будет проанализировать, почему именно столько времени проводят люди в интернете. Вопрос направлен на рассуждение школьника. Однако рассуждение должно быть логичным и обстоятельно раскрывать причину данной ситуации. Так, хорошо. Вот давайте мы перейдем к рассмотрению второго вопроса данного задания. Сейчас я переключу. Давайте посмотрим. Много или мало времени наибольшая доля опрошенных проводит в интернете? Поясните свой ответ. Так, значит, давайте мы рассмотрим. Дело в том, что данный вопрос предполагает определение личной позиции школьника, которая аргументируется определенным доводом. То есть школьник не просто должен ответить мало времени или много времени, а должен еще и пояснить, да, то есть он должен привести аргумент, почему этого времени недостаточно или почему проведение в интернете от 1 до 3 часов в день это много. Так, четвертое задание. Так, ну вот я так смотрю в беседе, что многие из вас пишут о том, что не хватает времени, да, для подготовки. Безусловно, уважаемые коллеги, да, проблема, конечно, вот цейтнота, ограниченности времени, но вот можно будет на повторительно обобщающих уроках хотя бы фрагменты заданий рассматривать, хотя бы так. Может быть, давать, например, задание, домашнее задание, да, по типу ВПР, чтобы дети дома могли отрабатывать эти задания. Да. Так, значит, четвертое задание предполагает, обратите внимание, да, установление соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Оно проверяет умение учащихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Вот обратите внимание, классификация объектов – это не только предметные, да, но и метапредметные универсальные учебные действия. Вот над этим тоже надо будет работать.
Вот при выполнении данного задания важно, чтобы дети внимательно соотносили элементы, перепроверяли выполненное задание. Так, перейдем к рассмотрению задания 5. Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля. Вот обратите внимание, да, в нашем случае это высказывание Марка Твена о доброте. Известному писателю Марку Твену принадлежит следующее высказывание: «Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой». Так, вот первый вопрос, да, тоже мы видим, это составное задание. Значит, первый вопрос: как вы понимаете смысл слова «доброта»? Вот обратите внимание, учащиеся, на важность формулирования терминов. Вот что значит понятие? Понятие – это совокупность признаков объекта. В данном случае, то есть учащимся необходимо будет выявить признак данного понятия, признак доброты. Да? Доброта, что это такое? Это способность помогать людям, сопереживать им, то есть это будет доброта. Второй вопрос. Дайте свое объяснение смысла высказывания. Давайте прочитаем высказывание писателя. Еще раз, внимательно. Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. Вот шестикласснику необходимо будет интерпретировать идейный смысл данного выражения. То есть понять, что хотел сказать автор в этом высказывании. Здесь важно, чтобы объяснение школьника, оно должно было быть действительно уместное, чтобы оно раскрывало идею выражения. Так, хорошо. Да, значит, давайте, уважаемые коллеги, рассмотрим шестое задание. Задание 6 требует анализ представленной информации. При выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту учащихся. Так, давайте я вам прочитаю задание. После показа телевизионного сериала, снятого по роману писателя-классика, в книжных магазинах резко возросли продажи книг этого писателя. Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? Поясните свой ответ. Вот обратите внимание, тоже задание составного характера, да, то есть задание содержит несколько заданий. Так, значит, ну давайте посмотрим. Во-первых, учащийся должен представить, какие сферы общественной жизни иллюстрируют данный пример. Ученику необходимо вспомнить, то есть частично это задание на предметные и на метапредметные универсальные учебные действия. Так, ученику необходимо вспомнить, что существуют какие сферы: социальная, экономическая, духовная, политическая. Здесь явно прослеживается в этом задании экономическая и духовная сферы. Второе задание, так, давайте посмотрим, пояснить свой ответ. То есть необходимо ребятам пояснить ответ. Обратите внимание, что пояснение в заданиях должно быть с опорой на текст задания. То есть в данном случае сериал, это у нас что? Это массовая культура, да? Это духовная сфера. А продажа книг – это экономическая сфера. Так, уважаемые коллеги, давайте перейдем к следующему заданию. Задание номер 7. Седьмое задание предполагает анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций. То есть обучающиеся должны будут осуществить поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, это как фотоизображение, и выполнить задания, связанные с соответствующей фотографией. Вот обратите внимание на слайде, да, мы видим фотографию такого юмористического содержания, мы видим холодильник и проголодавшуюся девушку, которую застали врасплох. Да, мы с вами рассматриваем сейчас ВПР по обществознанию именно в 6 классе. Так, я по ходу хочу сразу отвечать на вопросы, которые вы пишете в беседе.
Так, да. И на основании вот этой фотографии ребята должны будут ответить на вопросы. Первый вопрос: какая биологическая потребность изображена на фотографии? Так, ну в данном случае это потребность в пище. Следующий вопрос: почему эту потребность относят к биологическим? Вот при ответе на данный вопрос нужна аргументация. То есть должна быть какое-то подтверждение, что потребность в езде – это биологическая потребность. То есть здесь важно, чтобы ребята, они акцентировали внимание на признаках биологических потребностей. То, что биологические потребности, они направлены на что? На сохранение жизни человека. Да? Поэтому вот эти виды потребностей еще называют первичными. Так, еще один вопрос в этом задании. Ну вот данный вопрос, наверное, может да, определить какое-то затруднение у ребят. Значит, чем следует руководствоваться при удовлетворении данной потребности в пище? То есть данный вопрос, он предполагает вообще привлечение личного социального опыта школьника. То есть школьник должен знать об особенностях правильного питания. Так, последнее, 8-е задание в 6 классе, оно направлено, 2022 года, направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием предложенных понятий. Уважаемые коллеги, давайте вспомним в начале нашего семинара, когда я вам представлял результаты ВПР в 6, 7, 8 классах в 2021 году, мы с вами прекрасно видели, что вот эти задания с развернутым ответом, задания, например, на составление текста, они у ребят вызывают большие трудности. Поэтому вот, пожалуйста, нужно будет отдельно работать над этим типом заданий. Так, ну давайте рассмотрим это задание. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое, вот обратите внимание, даже есть такое пояснение, не более 5 предложений. Сообщение о нашей стране, используя понятия Российская Федерация, Конституция Российской Федерации, президент Российской Федерации, исполнительная власть, законодательная власть, государственные символы. Так, значит, сейчас я переключу слайд, и давайте мы с вами посмотрим ключи для проверки вот данного задания. Так, вот как необходимо выполнить данное задание, вот исходя даже из этих ключей. Во-первых, сообщение должно содержать информацию именно в нашей стране, именно о нашей стране, то есть о Российской Федерации. Да? Мы видим, это есть в ключах, да? За это ставится 1 балл. Во-вторых, предложения должны быть связанными. То есть этот факт учитывается при проверке работы. В-третьих, важно, чтобы учащийся корректно по смыслу использовал все ключевые понятия. То есть у нас Российская Федерация, президент Российской Федерации, да, и так далее. Так, вот обязательно это нужно объяснить и пояснить ребятам при выполнении ВПР. Уважаемые коллеги, да, мы сегодня рассмотрели, проанализировали ВПР по обществознанию в 2021 году, результаты ВПР в 2021 году. Определили методические рекомендации, направленные на повышение результатов при выполнении проверочных работ, а также подробно рассмотрели ВПР текущего года на примере 6 класса. Уважаемые коллеги, спасибо вам за проявленный интерес к семинару. Надеюсь, что семинар наш прошел плодотворно, содержательно.
Да, действительно, конечно, нужно обращать внимание на типологию заданий ВПР. Нужно каким-то образом, чтобы дети решали ВПР либо на уроках, либо дома. Конечно, от этого зависят итоговые результаты при выполнении данных работ. Поэтому, уважаемые коллеги, хочу вам пожелать профессиональных успехов. И еще раз спасибо за интерес к данному семинару. Спасибо вам за внимание. До свидания. До скорых встреч.